Друзья, здравствуйте! Приветствую вас на своем YouTube канале. Сегодня я записываю видео на 3 колодах. Это Таро снов. Вот она. Таро 78 дверей. Вот она. И Таро то-то. Вот. Суть этого видео и суть этого расклада в текущей энергии судьбы. То, о чем хочется поговорить сегодня. Это расклад нумерологический на полную колоду. В рамках этого расклада я буду давать ответы на следующие вопросы. Как влияет социум на судьбу? Как влияют события дома на судьбу? И как влияют мои собственные мысли и действия на то, что происходит в жизни? Вот такие вот основные вопросы я буду рассматривать в этом видео. Поскольку здесь 3 колоды, вы можете поставить на паузу, выбрать для себя ту колоду, которая наиболее вам нравится. И непосредственно слушать этот вариант. Также я хочу сразу сказать то, что в описании к этому видео будут тайм-код, и вы сможете перейти непосредственно на вариант 1, 2 или 3. Всем приятного просмотра, а я приступаю к нумерологическому раскладу. И первая колода — это Таро то-то. Вот примерно так выглядит этот расклад сверху. И то я его еще, понятное дело, не закончил. Чтобы вы не ждали много времени, пока я его расшифрую, все остальное будет в таймлапсе, в ускоренном варианте. Потому как здесь идут нумерологические расчеты арканов управителей. Это то, о чем хочется сказать. Итак, я приступаю к расчетам будущего для тех людей, кто выбрал вариант номер 1.
хочется сказать. Итак, я приступаю к расчетам будущего для тех людей, кто выбрал вариант номер 1. Итак, это ваши ведущие старшие арканы. По нумерологическому расчету хочется сказать то, что повешенный 12-й аркан у вас усиленный. И хочется сказать то, что скорее всего вы не до конца готовы брать ответственность за свою текущую ситуацию в жизни. Потому как по карте вы часто советуетесь, вы не можете сами принять самостоятельное решение, и вы можете зависеть от мнения других людей. При этом хочется сказать то, что карта, например, колесница в вашей ситуации может говорить о том, что вы хотите путешествовать, хотите, чтобы ваша ситуация и ваша жизнь постоянно менялась и трансформировалась по карте смерти и по карте колесо фортуны. Вот. То, что... Но ситуации связываются таким образом, что вы в данный момент времени находитесь в отшельнике. Или же есть такой вариант, то, что вы можете жить в другой стране. И при этом вы испытываете временную изоляцию. Довольно-таки длительный период времени. Это один из аспектов, на который хочется обратить внимание. И по карте колесо фортуны вы хотите, чтобы данная ситуация поскорее закончилась. И чтобы вы могли вернуться к нормальной жизни. Это ваши ведущие арканы. Также в таком же формате я сейчас расскажу о ваших ситуационных картах. Здесь хочется сказать, скорее всего, о личных отношениях, потому как в этом раскладе, в этой части расклада у вас очень много кубков. И карты говорят о том, что, во-первых, вам ваша текущая ситуация надоела. Вы, возможно, находитесь в депрессии, связанных с вашими личными взаимоотношениями. Потому как вы много думаете, размышляете о своей ситуации, но при этом в данный момент времени вы ничего не можете изменить. И вам остается только принять то, что происходит в вашей жизни. И в некоторых моментах по семерке чаш ваша жизнь может быть как эмоциональное болото, когда ваши ситуации приятные, они уже начинают вам надоедать, они вам приелись, и вы много думаете о том, как это можно все изменить.
И карты пятерка и туз дисков могут означать то, что вам данная ситуация показывает очень медленное развитие, потому как пятерка дисков, она очень медленно раскрывается. Это то, что хочется сказать. И как итог данной ситуации вы подходите к тому, что ваше эмоциональное состояние, с одной стороны, вы находитесь в ожидании, то есть вы хотите и вы ожидаете, что ваша ситуация изменится. Но эти перемены неизвестно, когда будут. Сейчас более детально поговорю и расскажу о вашей ситуации, связанной с непосредственно с вами, то есть с тем, что вы думаете о своей текущей жизненной ситуации и судьбе в целом. В целом, карты показывают, что вы можете быть даже довольны своей жизнью, потому что есть тройка чаш и тройка жезлов. То есть, в принципе, активности в вашей жизни более чем достаточно. И иногда даже бывает, что ее много, этой активности, и что события в вашей жизни происходят быстро. Но тем не менее, общая ситуация по четверке мечей вам не нравится. То есть вы бы хотели ее изменить. И хотели бы проявлять больше активности личной, не зависеть от своего партнера. Вот об этом мне хочется сказать. Потому что тут карты показывают, что в основном мужчина управляет вашей текущей ситуацией и жизнью и личными отношениями. И вам уже надоело то, что от вас в данной ситуации мало что зависит. Это ваше личное мнение, то, что вы думаете о своей текущей ситуации в жизни. Следующая часть расклада – это то, что думают о вашей ситуации другие люди. Это социальная точка зрения. Те люди, которые вас окружают, скорее всего, они могут вам даже где-то завидовать, потому что для них вы человек, живущий в достатке, отстаивающий свои убеждения, человек счастливый. Они не видят тех всех внутренних переживаний, которые могут происходить в вашей жизни. И они думают, что у вас все замечательно и отлично. Но, тем не менее, по карте пятерки жезлов, возможно, они даже иногда воспринимают вас как конфликтного человека, с которым лучше не связываться, потому как карты по социальной точке зрения показывают, что вокруг вас есть люди,
для которых вы слишком принципиальны. Вот по карте королевы мечей и по карте принцессы мечей вы всегда отстаиваете свои границы и убеждения. И так люди думают о вас, о вашей жизненной ситуации. Вот примерно вот такая получается ситуация для людей, выбравших первый вариант. И еще ситуация, которая может происходить у вас дома. В целом, хочется сказать то, что, скорее всего, по семерке мечей есть люди, которые могут создавать сплетни. И эти люди вхожи в ваш дом. И вам это определенно не нравится, потому как карты показывают по королеве кубков и по принцу кубков, что вы можете от своих домашних, близких людей чувствовать манипуляцию определенную. Причем эта манипуляция может быть именно вашими чувствами и эмоциями. Вот это то, что хочется сказать. Также по десятке мечей я бы еще выделил то, что иногда вы можете чувствовать внешнее давление, чтобы вот все было именно так, как я хочу. И, возможно, данная карта может говорить о том, что ваш любимый человек может проявлять себя как диктатор иногда в личных отношениях с вами. Но вы здесь выступаете как принцесса жезлов. И вы можете этому человеку дать ответ. Вот примерно вот такой получился расклад для тех людей, кто выбрал первый вариант. Как я говорил ранее, расклад объемный. И мне пришлось разбивать его на части, чтобы более подробно поговорить о каждых аспектах вашей жизни. Как видите, есть некоторые важные моменты, на которые карты обращают внимание. Я благодарю вас за просмотр. А сейчас я буду переходить к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2. Какие события ждут в ближайшем будущем? Что приготовила судьба?
Вот так выглядит ваша основная часть расклада. Сейчас я буду заниматься расчетами ваших ведущих арканов. Для этого я составляю нумерологическую формулу. Вот так она будет выглядеть. Так что можете пока поставить на паузу. Вот так выглядит расклад для тех людей, кто выбрал номер 2. Но более детально о основных направлениях и ваших ведущих арканах я поговорю и расскажу с приближением, чтобы вы могли понимать, на что стоит обращать внимание в вашей судьбе и как на нее влияете вы, события, которые происходят у вас дома, ваше окружение и еще другие событийные ряды в вашей жизни. Для вас аркан Отшельник и аркан Правосудия усиленный. Здесь хочется сказать то, что скорее всего вы находитесь в состоянии аскезы. И вы на это не подписывались по карте Повешенный. Но тем не менее, вы хотите, чтобы другие люди видели, как вам некомфортно находиться в таком состоянии. Не скажу, что вы хотите прям приносить себя в жертву, но карты показывают то, что вот, скорее всего, вы для этого прикладываете определенные усилия. Также есть карта Правосудия, которая у вас в вашей жизненной ситуации может быть усилена и проявляется примерно в следующем аспекте, что вы можете постоянно выяснять отношения, вы можете с своим любимым человеком находиться в частых ссорах и в частых конфликтах. Иногда даже дело может дойти до суда. При этом это ваши ведущие арканы, которые управляют вашими текущими жизненными ситуациями. Также сейчас более детально я расскажу о событийных рядах, на которые также стоит обратить внимание. Итак, эти 7 карт описывают вас, то, как вы можете относиться к жизни. Скорее всего, по 9 пентаклей и по 9 кубков вы испытываете определенное пресыщение от сферы изобилия, достатка,
Или же по девятке пентаклей вы находитесь за шаг до материального достатка. При этом по восьмерке пентаклей, по восьмерке чаш, скорее всего, вы в данный момент можете находиться далеко от дома. И при этом есть определенный шанс того, что возле вас могут быть люди, которые нуждаются в вашей заботе. Об этом говорит как и король мечей, так и королева кубков. Здесь мне хочется сказать то, что вот, например, вот на этой карте может осознавать быть как то, что и есть человек, нуждающийся в вашей заботе, или быть, может, вы нуждаетесь в помощи специалиста. Здесь есть несколько моментов, на которые хочется обратить внимание. Но в целом вы устали от такой жизни. И данный расклад это показывает. Что показывают карты о том, что о вас думают люди? Скорее всего, по двойке пентаклей и по тройке кубков они видят ваше состояние, что вы всегда жизнерадостны, что вы излучаете позитив. При этом по семерке пентаклей вы много работаете. Они тоже на это обращают внимание. И хочется об этом сказать. То, что ваши друзья, ваши знакомые, те люди, которые вас окружают, они видят вас как человека, радующегося тому достатку и тому уровню жизни, который у вас есть. Вы словно эта женщина, которая отпускает голубя с улыбкой на лице, но при этом вы понимаете, что ваши деньги зарабатываются нелегко, и вы для этого прикладываете много усилий. Также по семерке и по восьмерке мечей ваши друзья и окружение могут не видеть тех гнетущих мыслей, которые происходят с вами в вашей жизни. И они остаются у вас на уровне подсознания. Вот об этом мне хочется сказать отдельно. Поэтому сейчас я буду говорить о ситуациях, которые могут проходить у вас дома, и о том, как они могут повлиять или уже влияют на вашу судьбу, на ваше текущее положение. А здесь карты говорят о том, что, скорее всего, по десятке мечей и семерке чаш вы очень сильно переживаете за состояние здоровья своих близких. Возможно, как показывали карты из раннего расклада, вы не можете по определенным причинам
им помочь. И поэтому вы данную ситуацию принимаете близко к сердцу. Единственный способ, как вы можете помогать своим людям, своим родным, своим близким в текущей ситуации, это отправлять посылки, это делать подарки, как материальные, так и нематериальные. Об этом говорят как раз и двойка кубков, и паж пентаклей, который указывает на то, что вы можете своим родным, тем людям, которые находятся далеко от вас, делать приятные подарки, чтобы это был сюрприз. Об этом хочется сказать. И здесь по тузу жезлов вы можете решить данную задачу и увидеть все возможности, которые вам предоставляет жизнь. Вот такой вот вкратце получился расклад на судьбу для людей, рожденных, даже не как рожденных, так и нерожденных. Здесь хочется сказать для тех людей, которые выбрали вариант расклада номер 2. И сейчас у меня остался еще один вариант ответа. И здесь по шестерке кубков карты словно продолжают говорить о том, что вам нужно больше внимания и больше усилий прикладывать своим поколениям, чтобы вы могли уделять им больше своего ресурса, потому как для вас это радость. Для вас очень классно чувствовать себя рядом со своими близкими. Это то, о чем хочется сказать в первую очередь. И карты показывают, что у вас для этого есть все возможности для того, чтобы вы могли раскрыть и свой потенциал, и с близкими поделиться, делать им подарки, потому как они этого заслуживают, они этого хотят, чтобы вы уделяли им больше внимания. Так что находите для этого больше возможностей. Вот мне карты показывают, что для вас семья играет очень большую роль. И судьба у вас такая, тут хочется сказать вот примерно так, что родные и близкие, те люди, которые вас окружают, они для вас источник счастья. Так что делитесь своим счастьем с ними. Вот такой вот получился расклад для тех, кто выбрал номер 2. А я сейчас буду приступать к раскладу номер 3. Большое спасибо за просмотр. Какая судьба у людей, выбравших вариант?
Вот так выглядит расклад тех людей, кто выбрал вариант номер 3. Сейчас я его буду дополнять старшими арканами, которые являются ведущими в вашей жизненной ситуации. А сейчас более детально поговорю о всех картах, которые важны для тех людей, которые выбрали вариант номер 3. И начну с старших арканов. Эти арканы являются ведущими в вашей текущей жизненной ситуации. Как по мне, карта дьявола может говорить о том, что вы будете уделять или уже уделяете большое внимание своей карьере. Вплоть до того, что вы ставите цели, вы их реализовываете, несмотря на то, что у вас могут быть открыты другие двери. Но вы, тем не менее, выбираете такую жизнь немного в замкнутом пространстве. Об этом говорят карты Отшельника и карты Повешенного. Что вы можете сами себя ограничивать. Или вы попадаете в такую ситуацию, где есть ограниченное передвижение. И данная ситуация может быть довольно-таки длительный период времени. Также мне хочется сделать акцент на карту Башня. Данная карта может говорить о том, что ваша жизнь, прошлая жизнь, разрушена или разрушается в данный момент времени. И вы, подобно карте Влюбленные и карте Справедливость, задаете себе вопрос, а где же эта справедливость и когда она вообще наступит в этой жизни. И тут ситуация складывается только таким образом, что все меняется. И жизнь будет меняться в течение всего ближайшего будущего по карте Смерть. Словно змея, которая сбрасывает кожу для того, чтобы трансформироваться и эволюционировать. Поэтому здесь хочется сказать то, что часто наши ограничения, они находятся в нашей голове. И мы сами, сознательно или бессознательно, выбираем себе определенный вариант будущего. И вы, возможно, так как данный расклад это не истина в последней инстанции, можете выбрать себе такой вариант. А сейчас более детально поговорим о событийных рядах вашей жизни. Что вы думаете? Что думают другие люди? И как данные события отражаются в вашем доме? Итак, это ответ
на вопрос, что же вы думаете о своей текущей ситуации. И карты показывают по десятке мечей, что есть определенная вероятность того, что вы устали от такой жизни, что вам хочется чувствовать радость и счастье, и, возможно, по шестерке мечей вы даже хотите приехать к своей семье для того, чтобы все у вас было хорошо. Потому как мне карты могут показывать такую информацию, что вы по восьмерке жезлов можете быть где-то далеко. Но расклад такой, что это все должно разрешиться быстро, в течение нескольких месяцев. Сейчас я делаю ответ на вопрос о социуме. Что же другие люди, которые вас окружают, думают о вашей жизни? Здесь карты показывают, что по тройке жезлов вы можете быть немного беззаботным человеком, который находится на отдыхе и жизнь воспринимает как отдых, поскольку вокруг вашей карты в основном карты персонажей, это может говорить о том, что люди вас так воспринимают. С одной стороны, вы для каждого человека можете проигрываться по-разному. Для кого-то вы будете активны и деятельны, имея внутреннюю силу воли. Для кого-то, например, по королю мечей, вы будете хладнокровны и настойчивы, и вы будете отстаивать свои моральные и этические интересы. А для кого-то вы будете иметь глубину бездонного океана, чтобы максимально передать свои чувства, мысли и эмоции. И здесь хочется сказать только то, что вот вы должны сами понимать, какой вы человек, потому что окружающие нас люди часто наши зеркала. И то, что они вам говорят, это отражение вашей реальности, то, как они вас описывают. Возможно, вы это за собой не замечаете. Также карты показывают ваше материальное положение, то, что вы очень за него переживаете. Возможно, у вас по семерке мечей возникают ситуации, в которых вы плохо спите и принимаете очень близко к сердцу то, сколько вы зарабатываете. Вас может мучить, как и то, что вы мало зарабатываете по двойке пентаклей. То, что у вас может быть только начальный этап вашего финансового положения, и он нестабильный. Или же наоборот, по девятке пентаклей вы можете очень много зарабатывать и от этого также плохо спать. Вот карты мне об этом показывают. То, что для вас имеет огромнейшее значение то, сколько вы зарабатываете. Потому как вы по шестерке пентаклей
и по 8 пентаклей. Очень большое значение этому уделяете. Вы уделяете огромное значение своей работе. Вам важно, чтобы вас видели победителем в любой ситуации. Но это ваше внутреннее желание. И вы для этого прикладываете титанические усилия, чтобы все так и было. Вот об этом говорят мне карты о вашей судьбе в материальном плане. То, что постарайтесь отпустить свою текущую ситуацию. Вы уже взрастили дерево, под которым можете отдохнуть. И на этом дереве уже есть плоды. Так что не стоит принимать близко к сердцу. И вы эти плоды очень хорошо видите, что немаловажно. И опять карты показывают то, что вы очень сильно расстраиваетесь из-за материального достатка, из-за того, что вы всю эту ситуацию принимаете очень близко к сердцу. И, как я говорил немного ранее, данная карта может говорить то, что вы боитесь потерять все. То, что у вас есть, то, что нажито. Потому как вы об этом много думаете. Но карты показывают то, что в текущей ситуации у вас может быть выбор, по какому направлению пойти. И данный выбор может привести вас как к состоянию депрессии, в которой вы будете понимать, что вы потеряли часть того, что у вас было. Или же по тузу монет вы можете раскрыть свой потенциал и подумать, как вы можете зарабатывать больше. Здесь есть два момента, на которые я бы хотел обратить внимание. Потому как мне карты по вашей ситуации показывают, что вы очень много внимания уделяете деньгам. И из-за этого у вас страхи, эмоциональное напряжение и депрессия может возникать в некоторых моментах. Вот такой получился вкратце расклад для тех людей, кто выбрал номер 3. Также есть еще неактивные карты, которые не так влияют на всю вашу текущую ситуацию. Это более детальный разбор. Если вы его хотите, напишите в комментариях к этому видео свои 5 наиболее важных вопросов, и я с радостью на них отвечу в следующем видео. Большое спасибо за просмотр.